Дмитрий, приветствую вас из города Якутска. Как я понимаю, вы сейчас находитесь в Амге, на своей родине. Прежде всего, мои поздравления от коллектива нашего журнала с таким успехом на кинофестивале «Кинотавр». Спасибо, да, здравствуйте. Да. И первый вопрос. Кимтен киннахен хантан ханнахен. Откуда родом? Это такой традиционный якутский вопрос. Кто ваши родители? Пожалуйста, расскажите о себе. Ну, я родился здесь, амгинский. Отец у меня тоже, ну, вот, род по отцу, он тоже отсюда, амгинский. Мать с Уснеры, Аймиконская. Вот. Родители врачи. Учился здесь, была вторая школа, Амгинская средняя школа номер 2. Потом она в 1994 году разделилась на Амгинскую гимназию и на вторую школу. Вот я перешел в гимназию. И в итоге я закончил вот Амгинскую гимназию вот ровно 20 лет назад. Вот. Ну, поступил на учителя начальных классов в ЮГУ сразу же. Закончил и обратно приехал сюда. И вот сколько я уже лет 15 уже работал в школе. Но я уходил со школы одно время, обратно приходил. Работал учителем, психологом, потом заместителем директора, потом переехал в Чепчелган, работал директором школы в Чепчелгане 4 года. И вот сейчас обратно перешел во вторую школу, вот уже 4-й год работаю учителем начальных классов. Дмитрий, сейчас обратно в своей школе. вы сейчас работаете дистанционно или очно со школьниками? Ну, эту неделю дистанционно, потому что я сидел на самоизоляции. В связи с приездом меня отправили на карантин. И вот с понедельника надеюсь, что это выйду уже очно. Уже будем в школе учиться. Вы сказали в одном из интервью, что вы не планируете уезжать из Амги. И вот такой вопрос. Что для вас Амга, ваша малая родина? Что значит для вас? Ну, здесь чувствую себя спокойно, просто смысла уезжать нет. Это как как сказать-то, ну, как родная земля, да, как у Дракулы, да, который там сидел в Трансильвании своей, да, вот родная такая земля, которая дает ему силы, где он силен. Вот я думаю, что я силен здесь, потому что меня сейчас многие спрашивают, почему в Москву не переезжаешь, давай в Москву, там есть предложение. Но я думаю, что я там, не знаю, и бытовые вопросы сейчас, конечно же, тут дом, тут работа, тут знакомые, поэтому смысла нет уезжать из Амги. А вот снимать кино, это было какое-то такое спонтанное решение, или вы еще в детстве мечтали о том, что будете снимать фильм? Ну, это же как у всех там появились эти видеокассеты, видеомагнитофоны, все стали смотреть. Я тоже там стал смотреть, как-то менялись кассетами, поэтому как-то вот стал интересоваться кино. А потом в школе, я когда стал работать в школе, у меня был кружок подростков, и вот мы снимали какие-то ролики свои, там нашли школьную камеру такую старую, и снимали такие небольшие какие-то смешные ролики. Вот, кружок проработал 5 лет, мы что-то там пытались снимать, ну и потом у нас произошел бум кино, это примерно в 9-10 году, вот в Якутии все стали снимать, и оказывается в прокат стали выходить, оказывается это возможно. И я вот что-то про себя подумал, что в принципе, а почему бы и нет, и самому попробовать снять. И вот как бы с этого момента вот, я потом забросил этот кружок, ну потому что она шла как воспитательная работа в основном. Все-таки с детьми, а потом я как бы от этого отошел и решил снять такое свое настоящее кино. Ну и вот так вот потихоньку стал заниматься кино. А вот кто из режиссеров или фильмы, вот кто на ваше творчество повлиял? Или какие-то книги, писатели какие-то? Вот на ваш взгляд, кто больше всех повлиял на ваше творчество?
вот не знаю, сложный вопрос, потому что смотрел кино я очень много. Я и сейчас пытаюсь смотреть примерно по одному фильму в день. Ну, так вот. Очень сильное влияние на меня оказал Степан Бурнашов, тоже наш андинский режиссер, тоже мой друг детства, одногодка, тоже мы вместе заканчивали школу, но он более, так вот, он опытный, он пришел в кино чуть-чуть пораньше, то есть он уже там снял ряд фильмов, и вот на один из фильмов, это в 2014 году он меня пригласил, я у него там был актером в фильме. Вот я посмотрел съемочный процесс, как все происходит, как бы у него вот там научился, и потом буквально через полгода снял свой фильм. Вот как бы вот старший товарищ мой, Степа, такой, который, Отлично. да, сейчас мы вместе с ним друг друга поддерживаем, постоянно вот что-то друг другу советуем, вот как бы так. Вот мне А, кажется, ваш... Ага, да-да, Дмитрий. из таких, из классиков, ну, мне стало интересным, как развивается российское кино. Я стал смотреть Звягинцева, оказывается, и вот я очень был удивлен, когда вышел у него фильм в 2003 году, его самый первый фильм «Возвращение» называется. Я посмотрел фильм и очень удивился. Оказывается, у нас в России такое кино могут снимать, очень такое вот необычное. И вот как бы интерес тоже проявился, то, что вот как благодаря Звягинцеву, благодаря, ну, потом уже появились какие-то другие режиссеры, Рой Андерсон, вот сейчас вот интересуюсь, Вон Кар-вай, вот буквально в августе, я сейчас пытаюсь, с августа пытаюсь смотреть его, маленько не понимаю его, но как-то стараюсь вникать. Очень, вот мне интересуют какие-то вот такие вот авторы, у которых своя стилистика, которые что-то необычное вот такое делают. Вот я просматривал отзывы на сайтах, в средствах массовой информации. Вот многие вас сравнивают с такими величинами в мире кино, аж так дух захватывает, да, там, вот, например, Антон Долин называет там Ларса фон Триера, Карла Теодора Дрейера, из российских упоминают Чучела Орлана Быкова и, конечно же, Балабанова, да. А вот вы как относитесь к творчеству Балабанова? Ну, с уважением, конечно. Я раньше говорил, то, что мне очень жаль, то, что он не смог закончить свой фильм «Река». Он снимал его здесь, в Якутии, по рассказу Северошевского, да, там был мотив. Да, Нет, там, да, там да, по-моему, да. Серешевского. Ну вот И Лав. они успели снять только 40 минут, по-моему. Да-да-да. По-моему, 40 минут только сняли. Вот. Но я с большим уважением отношусь, конечно, фильмы нравятся. Вот мне кажется, вот в ваших фильмах такое сострадание к своим героям, и это не только мое мнение. Вот мы так, это года 3 назад с нашим коллегой из Московского государственного университета, известным филологом Ириной Васильевной Анненковой смотрели ваш фильм «Костер на ветру». Она, ну, видя ваш фильм, она вообще как была восхищена. И вот она, я тут даже процитирую ее слова: «Потрясение. Перед нами фильм очень высокого художественного и этико-нравственного уровня. Фильм, который показывает глубинное понимание того, кем, во имя и чего и для чего живет человек на этом свете. Он не анализирует людей, он им сострадает». Вот, Дмитрий, а вы что стремитесь донести до вашего зрителя? Ну, я пытаюсь высказать какое-то свое авторское высказывание. В то время, когда я снимал «Костер на ветру», это были три вещи, о которых я хотел сказать. То, что все-таки есть совесть, честь, справедливость. Мне хотелось показать то, что на стариках все держится в деревне, да, то есть если уйдут старики, как бы это, ну, как бы это основа основ, да, для деревни. Вот этот уклад такой, где
ценности человеческие еще держатся, да, вот как бы про это. А сейчас маленько, конечно, идеи фильмов меняются, сейчас маленько хочу говорить про другое. И вот следующий фильм, который сейчас прорабатываю, он уже идет такой более глобальный. Ну, хочется говорить о каких-то, показывать какие-то вещи, чтобы зритель задумывался. Не просто смотрел фильм, а чтобы он свою точку зрения высказывал на какие-то проблемы современные. И вот мне хочется, чтобы зритель был активный, чтобы он вместе со мной размышлял, получается, о каких-то вещах. Мгм. Дмитрий, а вот как вы подбираете актеров? Вот многие критики отмечают вот их игру, такую органичность, естественность. Тоже это одна из сильных сторон ваших фильмов. Ну, основной успех органичности, наверное, тот, что актеры не играют. То есть актеры такие же, как которые есть. Мы снимаем в тех же локациях, в которых они живут, в тех же одеждах, в которых ходят. Поэтому это их как бы образ жизни, это их язык, это их как бы, ну, как бы жизнь. Поэтому им не приходится играть. Вот. А актеров я подбираю, ну, в основном я снимаю своих жителей, амгинцев. Вот. А у меня уже есть костяк, это Амгинский театр, у нас есть такой, при клубе есть Амгинский народный театр, и вот мы с ними постоянно работаем. Сейчас мы подключаем Абагинский театр, это село Абага, и просто вот как-то знакомых. Уже, ну, у нас уже хороший такой костяк актеров в Амге, уже все хотят сниматься, там человек 60 уже у нас так. Да, И вот вчера буквально очень многие начали проситься в кино, говорят, почему меня не снимаешь. Некоторые обижаются даже, почему меня не позвал. это замечательно. Да. А вот вы пишете сами сценарии, режиссер вы сами. Вот что сложнее в фильме? Это писать сценарий, выстроить сцену, или даже вот выбрать название. Вот почему «Пугало»? Пугало. Ну, вообще на название фильмов я стараюсь вкладывать смысл, описывать главного героя. Тот же «Костер на ветру» — это как бы описание характера героя. Пугало — то же самое, да, то есть, ну, благодаря названию раскрывается вот образ моего героя. Самое сложное, наверное, идею выбрать, о чем вообще хочешь сказать, потому что можно сделать фильм красиво, все хорошо, но фильм будет пустой, если не будет смысла в нем. Поэтому вот самое главное — это разработка идеи. Она может длиться, вот «Пугало» где-то лет 10 она у меня в голове крутилась, вот зрела. Поэтому вот это самый длительный сложный момент, наверное, чтобы какая-то идея появилась такая мощная, и вот ее проработать. А потом уже написание сценария и съемка — это уже как бы процесс такой быстрый. А вот жанр ваших фильмов, это вы сами как бы определили? Вот мы вчера обсуждали это семейно, и значит, моя дочь говорит, можно назвать это магическим сюрреализмом. Но это ее восприятие, скорее всего. Вот, а вы как определяете жанр своих фильмов? Ну, многие обзывают меня там, то, что я артхаус снимаю. Я вообще не понимаю, что такое там артхаус, чернуха там некоторые говорят. Я думаю, то, что я снимаю обычную драму, это драма, как бы вот по жанру, да, потому что там ничего такого особенного нету. Мы какие-то простые истории снимаем, рассказываем простым языком, понятным зрителю. Поэтому как бы обычно, ну, как бы это даже не какая-то там социальная драма, даже некоторые говорят. Обычная драма по жанру. Вот кинофестивали, это для нас, зрителей, это такая красная дорожка, звезды, успех, награды. Вот вы первый раз, когда проходили по красной дорожке, что вы чувствовали? Было ли предчувствие успеха? Вот в этом году на кинотавре, скажем так. В этот раз. Да.
Мы на красную дорожку не попали, потому что сейчас в этом году были очень жесткие требования у кинотавра. Нас привезли именно в день, в день нашего показа. То есть нас пригласили только на 3 дня. Мы там весь фестиваль не были. Вот мы приехали, сразу же этим вечером показали фильм. Потом нам дали 2 дня, чтобы просто поучаствовать, посмотреть другие фильмы. И нас должны были до закрытия отправить обратно. Поэтому красной дорожки такой не было у нас. Вот. Ну, мы приехали, показали фильм. Сразу такой отзывы сразу пошли хорошие, зритель принял хорошо. Потом на следующее утро там критики начали писать свои статьи, поэтому как-то более так вот успокоился, потому что было ощущение, что фильм не понравится. Потому что, во-первых, на якутском языке впервые, в основном там же все такие российские фильмы, русскоязычные, и там были уже такие авторитетные режиссеры, которые из года в год приезжают, там свои звезды, а мы приехали из Якутии, там издалека, получается. Вот потом, когда фильм показали, ощущение такое было, что, вроде все хорошо прошло. Вот так. Вот как работала с Валентиной Романовой? Она ведь человек-то очень известный, да, как певица. А вот перед камерой, как было с ней? Работалось легко? Ну, она тоже впервые снималась, поэтому очень сильно волновалась она. Я постоянно ее успокаивал, то, что это, как бы все нормально. И она постоянно спрашивала ей, как играть, как это. Но я выбрал ее, потому что вот ее сценический образ более подходит под героя. Поэтому я дал ей максимально свободы. Вот я ей прямо говорил, как видишь, вот как. Я даже некоторые фразы у ее убирал, когда сценарий менял, чтобы ей было легче, удобнее. Поэтому вот с ней как было легко. То есть она сразу включилась, она сразу поняла свой образ своего героя. И как-то уже потихоньку так она уже, я даже ее там, ей не мешал играть, то есть маленько ее так подправлял, а в основном, конечно, максимально давал ей полную свободу действий, чтобы она раскрылась. То есть она вошла в образ, она жила этим образом. Да, да, потому что даже вот я старался делать так, чтобы она даже не играла, потому что вот она сама такая, да, там, и если посмотреть, как она выступает на сцене, и вот как она исполняет, в принципе, вот что-то похожее в ней есть. Вот мне было интересно, чтобы она себя раскрыла, вот себя саму, а не стала играть роль. Поэтому как-то, вроде получилось у нас все хорошо. А вот на кинофестивале какой фильм вам понравился из конкурсных фильмов? Был фильм про Чукотку, называется «Китобой». Но это не чукотский фильм, это большой там проект, там Польша, там большие деньги, большие продюсеры. Но фильм интересен тем, что вот показали Чукотку. Там история про молодого чукотского парня, который пытается в Америку уехать, там берет лодку и так далее. Ну вот интересно, фильм интересен, потому что он не московский, это такое, да, потому что я устал смотреть про проблемы вот этих вот столичные проблемы, а тут фильм про тоже интересные локации, интересный народ, как бы этот фильм стал интересен. Вот на кинофестивалях вы же были во многих, участвовали, да? Какие-то вот контакты завязываются, наверное, да? Общение, какие-то проекты общие. Вот на кинотавре была ли такая возможность пообщаться со своими коллегами, режиссерами, актерами? Да, там мы общались, но у нас большой плюс то, что мы договорились по прокату. То есть там были прокатчики российские, и вот договорились о том, что фильм выйдет в российский прокат. Вот это очень было сложно сделать, потому что якутские фильмы в основном не берут. Был только один якутский фильм в прокате в 2015 году «Мой убийца».
И вот это будет второй фильм, который выйдет в большой такой российский прокат. Вот это вот как бы большой для нас такой итог хороший нашей поездки. И был ряд договоренностей там с продюсерами. Сейчас вот мы буквально обсуждаем возможность того, чтобы, возможно, там появятся продюсеры у меня на следующий фильм. То есть они очень, я им показал сценарий следующего фильма, им понравилось. И вот сейчас мы буквально в эти дни обсуждаем просто, сможем ли сработаться. Вот. То есть в каком плане связи появились очень хорошие. А вот, Дмитрий, еще следующий, вы готовитесь, наверное, тоже к фестивалю, и это будет какой фестиваль, в каком городе? Это вот буквально в пятницу мы улетаем в Владивосток, там будет большой фестиваль, там уже другие страны появятся, это фестиваль для азиатских стран, там, по-моему, 40 стран будет участвовать. Вот мы примем там участие, но основные фестивали у нас пройдут где-то вот зимой и весной. То есть мы, вот, наш фестивальный период это весна следующего года, где будет очень много фестивалей. По-моему, ну, примерно я так прогнозирую, где-то 15 фестивалей у нас пройдет, и потом мы выпустим фильм в прокат. Вот в Владивостоке вы в конкурсной программе? Да, мы в конкурсной программе там, едем тоже с Валентиной вместе, то есть вдвоем туда поедем. Ну, отлично. Я желаю вам успехов. Ваш труд, ваше творчество, вот, в общем-то, оценено по достоинству. Спасибо и до встречи.